Друзья, всем привет! Надеюсь, вы уже отошли от новогодних праздников и готовы к восприятию небольшой порции новостей. В четверг ученик одной из начальных славянских школ Капра напал на одноклассника с молотком и повредил ему голову. Было обнаружено, что у нападавшего ученика был составлен список других учеников и учителей, которые будут следующими в очереди. В воскресенье он разослал некоторым ученикам сообщение о том, что собирается убить их всех. Напуганные родители сообщили об угрозах в полицию и Центр социальной работы. Спустя 4 дня нападение все же произошло. В полицейском управлении города Капра подтвердили, что получили уведомление о происшествии, в котором один ребенок получил ранение. Но поскольку дело касается конфиденциальных данных несовершеннолетних, подробности раскрывать они не могут. Директор школы отправил сообщение родителям учеников. В нем он рассказал, как действовала школа после нападения. Он добавил, что пострадавший ребенок сейчас в стабильном состоянии и находится на домашнем уходе. Нападавший подросток отстранен из школы. После инцидента были опрошены учащиеся 6-9 классов. Также подросткам будет оказана психологическая помощь. Директор пообещал, что школа сделает все, чтобы ученики снова чувствовали себя в безопасности. На самом деле очень странная ситуация. В воскресенье уже родители заявили об угрозах в полицию и социальную службу, но абсолютно никаких действий не было произведено. И то есть полиция дождалась, когда уже угрозы будут приведены в исполнение. Конечно, очень это странно, что они не прореагировали абсолютно никак. Сразу же в голову приходит аналогия, что в Америке дети приходят с пистолетом в школу и расстреливают своих одноклассников. А Словения — это маленькая страна, здесь все-таки оружие не распространено в частном пользовании. И страна все-таки Словения фермерская, и здесь, видимо, самое легкодоступное оружие – это молоток. По неофициальным данным, в городе Изола в море вылилось около 3000 литров нефти. Загрязнение моря в Изоле в период между Рождеством и Новым годом было вызвано нефтью, которая просочилась из резервуара рядом с отелем «Дельфин» после замены клапана, и затем нефть вытекла в акваторию к местной пристани. Компетентные службы узнали о загрязнении только после новогодних праздников, примерно 3 января. На тот момент масляные пятна уже были по всей бухте, и к тому же они сопровождались неприятным запахом. Сейчас принимают все возможные меры по устранению загрязнения и очистке воды, а также проводят более точное расследование, чтобы выявить и наказать виновных. Конечно, тоже очень странно, что правоохранительные органы узнали об этом только после праздников. Удивительно, как любое общество, даже самое европейское, можно быстро вернуть в прошлое, если государственная система дает сбой. В Словении более 130 тысяч человек не прикреплены к поликлинике и не имеют своего терапевта. По каким причинам люди остаются без врачей, можете посмотреть в моем видео про медицину вот по этой ссылке. В поликлинике района Бежеград появились 2 новых терапевта, которые смогут вдвоем взять на обслуживание 2500 новых пациентов. Но по правилам, чтобы прикрепиться к врачу, вы должны подтвердить свою личность. Благодаря этим правилам перед входом в поликлинику Бежеград уже 4-й день подряд собирается огромная толпа людей. Чтобы избежать неконтролируемого наплыва желающих прикрепиться к терапевту, пришлось ввести систему номерков. Максимальная квота на одного терапевта 70 номерков в день. Но даже с системой номерков люди занимали очередь с полуночи, чтобы успеть взять заветный талончик. Пожилой мужчина в очереди с полуночи. Многие другие люди также стояли в очереди перед поликлиникой уже ночью.
Несколько ожидающих принесли с собой одеяло и стулья, чтобы переждать ночь в очереди на холоде. Многие из ожидающих ждали не для себя, а для своих более пожилых и слабых близких. Те, кто не может прийти лично, может доверить другому лицу свою идентификацию. Для этого им нужна только карта медицинского страхования. А если вы ждали в очереди и не получили заветный талон, то вам снова придется стоять в этой очереди на следующий день или ночь. Мэр Любляны Зоран Янкович и директор Здравственного дома Любляна Антония Поплас-Сусич пришли к ожидающим утром и попытались их успокоить. Также к поликлинике приехали разные телеканалы и журналисты. Из-за большой нехватки семейных врачей в Здравственный дом Бежеград приезжают люди не только из Бежеградского района, но и со всей Любляны и даже из других мест страны. Я, кстати, живу в этом районе и как раз хожу в эту поликлинику. И все это сейчас мне напомнило советские времена, когда люди приходили рано-рано утром в поликлинику, чтобы получить талончик. Оказывается, эта тема актуальна до сих пор и в Европе. Друзья, на этом мой выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, комментировать, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!